Ответ доктора Джоанны Николс на вопрос американского доктора. Во время симпозиума «6000 лет ингушской идентичности». 10 октября 2024 года. В Тбилиси. Вопрос. Джоанна, ваша теория о том, что предки ингушей мигрировали на Кавказ 12 тысяч лет назад с плодородного полумесяца. Но могло ли это быть наоборот после наступления Голоцена и так называемого глобального потопа? Когда ледники растаяли и открыли путь предкам ингушей выселяться на юг. Могли ли предки ингушей до этого быть заперты в тисках ледников и отсоединены от человечества во время ледникового периода? И могли ли они жить на Северном Кавказе? Так как у ингушей очень много древних преданий, записанных русскими в XIX веке, связанных с ледниковым периодом. Да, и сами ингуши говорят, что они пришли из-под Шаами. Ша на ингушском лед. In general, people did survive near the edges of glaciers everywhere. They survived and survived very well because there were important animals like mammoths, which they could and did hunt one way or another. Перевод. Ответ на вопрос. В целом, люди действительно могли жить по окраинам ледников в разных регионах. И они не просто выживали, а жили вполне успешно. Потому что там водились важные животные, как, например, мамонты, на которых люди могли охотиться тем или иным способом. В ингушском языке слово «мамонт» — «сен». Хоть это и комично. Название для мамонта сохранилось из-за ингушского ругательства, в котором подробно описывается анатомия данного животного. Слово «мамонт» не имеет общепринятой этимологии. В европейских языках обозначение мамонта пришло из языков западных тунгусов, где слово «мамонт» означает «крупный медведь». Из тунгусского через посредство русского и северных языков Европы. Данное слово «мамонт», а также в форме «мамот» или «мамат», распространилось во многие языки мира. В разных формах. В английском «маймонта», у Ричарда Джеймса «мамот». У ингушей издревле присутствует архаичная, собственная форма обозначения мамонта. Сэн. Это слово лежит в фразеологизмах и устойчивых словосочетаниях ингушского языка. Присутствует оно и в пожеланиях. Правда, в недобрых. Этими средствами языка ингуши активно пользуются до сих пор. Необходимо отметить, что у большинства современных народов Кавказа, окружающих ингушей, отсутствуют собственные обозначения мамонта. У чеченцев изначально отсутствовало обозначение мамонта. Смотри Потр Услар, чеченский язык. Позже в словаре чеченского языка появилось значение мамонта как мамонт. Смотри современные чеченские словари. Слово «сэн», обозначающее мамонта в ингушском языке, весьма распространено в фольклоре ингушей, в сказках, мифах и преданиях. Опубликованные материалы и книги имеются в фондах библиотек. У большинства народов Кавказа,
окружающих ингушей, и народов Европы это вымершее крупное сухопутное животное мамонт не указано в фольклоре и преданиях. Естественно, и нет его обозначений. Говоря о европейских народах. Животные ледникового периода, как, например, бык-зубра. На ингушском. Bull. Самка этого животного на ингушском. Булли. Например. В английском эти слова сохранены частично. Только в виде быка. Bull. И доктор Николс. На данном этапе развития науки. Лингвистики. Не уверена, кто у кого заимствовал это слово.